Приветствую вас, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Сейчас подведем итоги дня. Смотрите в выпуске. Пенсии, мат-капитал, детская медицина. На какие темы говорил президент Путин накануне на большой пресс-конференции. Меры приняты. Айсан Николаев поручил правительству разработать законопроект по запрету продажи снюса. Битва титанов. Якутский масс-рестлер Сергей Фролкин бросил вызов легендарному Виктору Колебабчуку. Тот его принял, когда состоится встреча. «Подари волшебство». Столичная полиция в Якутске проводит ежегодную новогоднюю акцию. Все это для детей из неблагополучных семей. Куда сходить и что посмотреть? Обзор афиши на выходные в Якутске в обзоре нашего корреспондента. Президент России Владимир Путин напомнил о росте пенсионных накоплений в 2020 году. Таким образом, в следующем году пенсии вырастут на 6,6%, а инфляция будет на уровне около 3%, сообщил президент. Владимир Путин также подчеркнул, что индексация будет продолжаться. Никаких изменений в пенсионной сфере больше не планируется. Об этом глава государства сказал накануне в ходе большой пресс-конференции в Москве. Также Владимир Путин говорил о процедуре оформления ипотеки с использованием средств мат-капитала. Она будет упрощена. По мнению главы государства, нужно уменьшать количество дней, которые требуются на внесение средств мат-капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или ее погашения. Сейчас в целом такие решения принимаются. Количество этих дней будет сокращено почти в 2 раза, заявил Путин, и добавил, что необходимо расширять применение так называемого электронного товарооборота между клиентом, пенсионным фондом и застройщиком. Есть еще резервы, уверяю вас. С тем, чтобы отношения между клиентом банка и пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, с соответствующими застройщиками осуществлялись без участия человека, чтобы он только подал заявку, а банки сразу бы разобрались с пенсионным фондом, когда и сколько можно получить денег. Тогда это можно делать вообще за один день. И это можно сделать. И нужно сделать. Мы совсем недавно только с коллегами обсуждали это, мы и будем это делать. Кроме того, в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что детскую медицину в стране нужно выводить на более высокий уровень. Ранее президент отметил существенный прогресс в сфере снижения уровня детской смертности в стране. По его словам, россияне должны получать медицинскую помощь бесплатно, а дети прежде всего. Во-первых, у нас здравоохранение бесплатное, так же, как и образование. Есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина. Но в целом, поэтому мы и говорим о необходимости существенных изменений в первичном звене здравоохранения. В целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе и детей, и прежде всего детей. Но в подавляющем большинстве случаев так и происходит. Кстати говоря, я уже говорил об этом, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности. К другим темам. Роль муниципалитетов должна играть лидирующую роль при реализации инвестпроектов. Об этом заявил зампред правительства Якутии Кирилл Бычков после видеоконференц-связи на тему инвестклимата в регионах с участием Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Большой блок вопросов был посвящен снятию административных барьеров для предпринимателей. По итогам прошлого года Якутия была отмечена как один из регионов-лидеров не только на Дальнем Востоке, но и по стране по снятию излишних препятствий. Вице-премьер республики также заявил о том, что основой инвестклимата в Якутии считаются представители малого и среднего бизнеса.
В этом году мы особо обратим внимание на снятие таких барьеров в строительном комплексе, потому что вот с некоторыми муниципалитетами идет контакт очень на эту тему конструктивный, и диалог, они воспринимают эту важность этих задач, а с некоторыми приходится объяснения им давать и разбирать ситуации, как-то корректировать их работу в плане устранения таких излишних препятствий для развития, в том числе строительного бизнеса. 61-летняя женщина в Якутске под старость лет одна осталась с 3 малолетними внуками. Бабушкиной пенсии едва хватает на пропитание, а старый дом с печным отоплением они на днях уже должны освободить. Куда только не обращалась эта женщина за помощью, все безрезультатно. Репортаж нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Татьяна Кутарева – многодетная мама 6 детей и 15 внуков. Но жизнь сложилась так, что сегодня ей одной приходится тянуть своих 3 внучат. В преддверии наступления Нового года принято верить в чудеса. Но не в случае Татьяны Петровны, которая уже перестала надеяться на какое-либо чудо. Я обращалась и в мэрию, и в ДЖО. Ответ какой? Никакого. Нету, не можем. Может быть, кто-нибудь откликнется и поможет мне. Уже сил нету. Сына Татьяны Петровны посадили в 2016-м, а мать детей, наверное, устав от тяжелой жизни, ушла в неизвестном направлении, оставив малолетних детей на свекровь. Чтобы хоть как-то их содержать, Татьяне Петровне пришлось лишить ее родительских прав и оформить опекунство над внуками. Я вызвала ПДН, и, приехала опека, и все, и вот я их взяла в опеку. А девочка у меня давно уже на опеке. Вот как сына посадили первый раз его. Это был, ей было сколько? Лет 7, наверное, да? 6-7 лет было. Вот. Сейчас он 2-й раз сел. Надолго? До 25-го года. Старшая внучка и бабушкина тезка Татьяна – самая главная помощница в доме. Уход за младшими, стирка, готовка и уборка – все на ней. После школы 13-летняя Таня бежит домой, чтобы помочь бабушке. Потому что бабушка ходить не может, я обычно там пылесошу и посуду мою. Супруг Татьяны Петровны – главный кормилец семьи. Он вынужден работать грузчиком за 400 рублей в день. Эти деньги уходят на ежедневные расходы семьи. Ой, вот я получаю 13 тысяч пенсии. Но муж получает, вот он работает, если у них там есть. Но им платят сразу на руки каждый день. А муж не пенсионер? Нет. Дом, в котором они жили до этого, сгорел в 2016 году. Да и тот ей не принадлежал. С тех пор начались скитания. Этим летом друг семьи одолжил свое жилье. Денег брать не стал, но попросил сделать хоть какой-то ремонт. Тут что творилось, тут вообще печки не было, вся разгромленная была. Здесь вот этих ни стен, ничего здесь не было. Тут такое творилось вообще. В принципе, мы что могли, сделали. На днях должен вернуться хозяин дома, а это значит, что бабушке придется в срочном порядке искать жилье. Куда идти пожилому человеку с 3 несовершеннолетними внуками, непонятно. Сегодня единственная мечта Татьяны Петровны, чтобы ее малыши могли жить в человеческих условиях. Будем надеяться, что ее кто-то услышит, ведь в преддверии Нового года мечтам, как правило, суждено сбываться. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Почти полвека работы в театре, но не на сцене, а за кулисами. Какие прически носили в том или ином веке, на что лучше клеить накладные усы и бакенбарды, какие щипцы закручивают самые стойкие локоны. Обо всем этом знает и занимается этим парикмахер-пастижер театра оперы и балета Якутии Евдокия Винокурова. Свой юбилей она встречает на любимой работе с коллегами. Сюжет Веры Филипповой. Перед спектаклем художник Саргалана Иванова объясняет, как правильно наносить грим актерам. Спектакль, если 6 начинается, за 3 часа приходят артисты и начинают гримироваться, причесаться. У кого парик, у кого грим, у кого... Сегодня гримы сложные. 20-летняя девочка впервые переступила порог театра в далеком 70-м году. И здесь же постигала азы парикмахерского искусства, одновременно на великих певцах и танцорах оттачивала свое умение.
Сегодня советом и движением рук опытного мастера внимают молодые коллеги. За почти полвека у нашей героини накопился солидный багаж своих профессиональных секретов, которыми, впрочем, она охотно делится. А этот деревянный станок перекочевал сюда когда-то с русского театра. Это волосы готовятся, парики так делаем, шиньоны делаем, косы, все на одном станке. Сейчас девочки все умеют мои, я их научила вязать. Выдумывать, изобретать, мастерить руками наша героиня любит и дома. Но все же работа и, главное, общение с коллегами – это главная ее отдушина. Она фея, которая нас делает красивыми, элегантными, одухотворенными. Насколько мы даже будем звучать красиво, голосисто, это говорит о степени той профессиональности и той ответственности работы наших работников, технического персонала. Театр – это не только то, что зритель видит со зрительного зала, но и труд десятков, сотен профессионалов – художников, машинистов сцены, бутафоров, швей, гримеров, костюмеров, парикмахеров. Именно они создают зрелищность и яркость спектакля. Каждый человек в нашем театре несет на себе определенную функцию. И каждый человек в наших производственных цехах играет очень большое значение в премьере спектакля. И поэтому наш театр построен не только на работе артистов и не только на работе творческого персонала, но и очень важно сегодня то, насколько вкладывает кусочек своего сердца, кусочек своей души каждый технический сотрудник нашего коллектива. Успех спектакля – бурные овации зрителя. И в этом, несомненно, есть заслуга и мастеров закулисья. Семен Семенов, Элья Иванов, Туяра Филиппова, Якутск. Подарки и продукты для новогоднего стола и образ на корпоратив. Все это можно найти на выставке «Бизнес-Экспо». Узнать, что якутянам предлагают местные производители, отправилась наш корреспондент Юлия Великодная. Все гости выставки готовятся к Новому году. Покупают подарки близким и продукты для новогоднего стола. Северная рыба – главное зимнее блюдо. 100 килограммов морского омуля шоковой заморозки привезли из Булунского района. Улов богатый в этом году, рассказывает предприниматель, и делится планами на будущее. Сделал стейки, чтобы сразу, полуфабрикаты. Дальше Якутска еще не вышли. Планов есть? Есть, мечтаем расшириться. Молодой бизнесмен из Ленска всего пару месяцев как индивидуальный предприниматель. Тоже решил показать свои авторские работы на выставке «Сувениры из гипса». К тому же, пообщавшись с покупателями, понимает, на какие товары спрос выше. Люди спрашивают и хотят садовые фигуры для огорода, для дачи, там, грибы всякие, гномиков. Вот это очень интересно. Будем работать ближе к весне в этом именно направлении. Что касаемо остальной всей... Интерьерные тоже вещи очень хорошо пользуются популярностью. Предприниматели не только привезли свои товары из разных районов республики, но и начали соревнования. У кого шире ассортимент, красивее стенд и у кого больше сумма выручки. Жюри начали оценивать старания бизнесменов. Лучший стенд входит там оформление стенда, наименование стенда, да, фирменный стиль входит. Умение преподнести свой товар, свою продукцию, да. А лучший ассортимент – это, естественно, ассортимент, качество продукции, новизна, уникальность. Женщин приковали витрины с платьями и украшениями, мужчин – якутские ножи. Подарки можно найти и для детей, но каждый из них пришел сюда ради местной продукции. Потому что я местная. Как я могу не любить все местное? Я люблю мясо, молоко, жизнь люблю в Якутии. Я родилась, это родина моя. Люди у нас так работают, рукодельничают очень хорошо, оказывается. Очень много товаров, все своими руками сделано. Вот, интересно. Смотрим, глазеем, как говорится, смотрим. Если вам ничего не приглянулось на выставке, не расстраивайтесь, пустыми руками вы не уйдете точно. Здесь организована бесплатная новогодняя фотозона, и у вас обязательно останется снимок на память. Юлия Великодная, Григорий Охлопков, Якутск. Вернемся через короткую паузу. 1 минута. Оставайтесь с нами. Смотрите далее в нашем выпуске. Меры приняты. Айсен Николаев поручил правительству разработать законопроект по запрету продажи снюса. Битва титанов. Якутский масс-рестлер Сергей Фролкин бросил вызов Виктору Колебабчуку. Тот его принял, когда состоится решающая встреча.
«Подари волшебство». Столичная полиция в Якутске проводит ежегодную акцию. Все это для детей из неблагополучных семей. Куда сходить и что посмотреть? Обзор афиши на выходные в Якутске в обзоре нашего корреспондента. Это Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Введением моратория на выдачу лицензий на добычу рассыпного золота на участках, расположенных вблизи водоемов, нецелесообразно. Такой ответ пришел из администрации президента России на обращение российских природоохранных организаций. Не в восторге от предложения экологов и в Якутии, где на золотодобычу приходится около 9% всего объема промышленного производства. При этом примерно треть драгоценного металла добывается из россыпей. Это очень большой сегмент экономики, поэтому о принудительном запрете разработки рассыпных месторождений речь не идет. Позиция Министерства экологии Якутии тоже однозначна. Наказывать недропользователей надо за конкретные нарушения, а не всех оптом. Айсен Николаев поручил правительству Якутии разработать законопроект по запрету продажи снюса. Глава региона отметил, что в России официально зафиксировано несколько летальных исходов после употребления этого вида табака. И чтобы не допустить такого исхода в Якутии, следует незамедлительно принять меры. Он поставил задачу перед правительством разработать законопроект по запрету продажи сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин. Срок исполнения до 30 декабря. Министерству внутренних дел поручено организовать проверки по выявлению продажи снюса. Поручения даны и Министерству предпринимательства. Им необходимо провести разъяснительную работу с предпринимателями. Кроме того, Айсен Николаев призвал общественность принять активное участие в работе и сообщать о всех местах торговли этим веществом. В Нерюнгринском районе, как и везде, началась пора новогодних утренников для школьных и дошкольных учреждений. Ежегодно с наступлением праздников возрастает и опасность пожаров, также травматизма людей из-за неосторожного обращения с пиротехникой, нарушения правил установки елок и подключения электрических гирлянд. В целях предупреждения подобных ситуаций, а также контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, отдел надзорной деятельности и профилактики по Нерюнгринскому району проводит проверки объектов с массовым пребыванием людей, особенно детей, в местах проведения новогодних праздников. В рамках данной работы отрабатываются навыки персонала по быстрой и безопасной эвакуации на случай возникновения пожара с привлечением боевых расчетов пожарно-спасательного гарнизона. Кроме того, проверяется наличие и исправность средств обеспечения пожарной безопасности зданий. На сегодняшний день отделом проверено 43 объекта, задействованных в проведении новогодних мероприятий. Якутский масс-рестлер Сергей Фролкин бросил вызов легендарному Виктору Калибабчуку. Это противостояние должно поставить точку в их споре за звание самого сильного масс-рестлера России, а значит и мира. Обладатель полной коллекции регалий в мировом масс-рестлинге Виктор Калибабчук этот вызов принял. Сюжет Полины Долинской. «Я приеду в Якутск, чтобы еще раз доказать, кто сильнее в нашем противостоянии», сказал в ответном обращении Виктор Калибабчук. И вот под занавес 2019 года два сильнейших чемпиона масс-рестлинга встретятся на помосте и устроят битву титанов. Предложили идею, я эту идею посчитал нужным, тем более вот на таким данном высоком соревновании. Почему бы и нет, думаю, провести вот наш поединок. Вот я считаю, что узнаем, кто сильнее из нас получается. Надеюсь, покажем яркую зрелищную схватку. С 20 по 22 декабря в столице республики пройдут соревнования командного Кубка Федерации масс-рестлинга Якутии. Более 200 участников, 8 лучших команд по итогам чемпионата и первенства республики среди юношей, женщин, мужчин и ветеранов. Конечно, завтра самое у нас итоговое соревнование Федерации масс-рестлинга Республики Саха-Якутия будет. Здесь самые лучшие 8 команд встречаются. Здесь стенка на стенку, так что очень интересно будет.
Несмотря на то, что хоть масс-рестлинг и относится к виду единоборств, прямого физического контакта между спортсменами нет. Но все равно, пока проходит взвешивание спортсменов и распределение по весовым категориям, участники не скрывают волнения перед предстоящими соревнованиями, хотя многие из них уже имеют звание мастеров спорта. Я имею титул мастера спорта Республики Саха-Якутия и в этом году мастер спорта Российской Федерации получила. Готовились, тренировались. И очень много новых участников, которые впервые участвуют. И это посмотрим, как будет. Соревнования стартуют в «Триумфе» завтрашнего дня. Но самым главным событием станет встреча двух тяжеловесов. Именитых маджины в весе до 125 килограммов. Битва титанов Сергея Фролкина и Виктора Колебабчука. В этом году, естественно, по определенным причинам мы не встречались ни разу с Сергеем. Вот. И это как бы, наверное, схватка такая будет, как итог года, что ли, в масс-рестлинге. То есть для меня в том числе. Естественно, это цель того, чтобы доказать, кто самый главный чемпион. Но так-то, по сути дела, как говорится, все мы спортсмены. И, естественно, внутри-то атмосфера товарищеская, дружеская. Вот. А на помосте, конечно, боевая, вот, как и должно быть на таких стартах. Несомненно, всех гостей и жителей столицы ждет зрелищное мероприятие, которое не только откроет новые имена в масс-рестлинге, но и разрешит спор между двумя лучшими спортсменами этого вида спорта. Полина Долинская, Григорий Хлопков, Якутск. В Якутске завершились финальные республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Участие приняли спортсмены, показавшие лучшие результаты на отборочных турнирах, которые проходили в районах и городах Якутии. В финале спортсменов, а все они действующие сотрудники пожарных подразделений, ждали два испытания – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. В этом году победу одержал Виталий Голоков, сотрудник пожарной части номер 4 5-го отдела Федеральной противопожарной службы по республике. В сезоне у нас тут в Якутске 5 соревнований, 2 гарнизона и 3 республики. Ну и, в общем, нормально. Призовые места имею в первый разряд. Вот нынче весной установил рекорд вот, по штурмовой лестнице 1481. В Якутске проводят ежегодную акцию под названием «Подари волшебство». Это организовано столичной полицией для детей из неблагополучных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, проводят детский утренник с подарками. Ну а после полицейские в костюмах Деда Мороза и Снегурочки отправляются по своим подопечным, но на этот раз не с проверками, а также с подарками. Рассказывает Александр Хавренко. У столичных полицейских есть добрая традиция. Вот уже 14 лет подряд участковые уполномоченные и сотрудники ПДН в канун Нового года наряжаются в Дедов Морозов и Снегурочек и отправляются поздравлять с праздником детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В преддверии Нового года я лично уверен, что каждый ребенок достоин, чтобы получить подарок, чтобы почувствовать волшебство. И думаю, что это сотрудники полиции подучетным лицам, ну, ребятишкам, которые состоящим у нас на учете, не должны прийти каждый раз карательные функции, чтобы проверить, что ли хорошо ли, плохо ли. А если они добрыми намерениями и будут дарить подарки в преддверии Нового года, может, у ребенка проснется какое-то чувство благодарности. Полицейских в эти дни поддерживают и общественники. Знаменитые спортсмены, артисты, эстрадные исполнители присоединяются к новогоднему патрулю и поздравляют маленьких якутян с наступающим праздником. Сегодня мы вот посетили 2 семьи, поздравили детишек Новым годом и, конечно же, подарили подарки. Нужно знать, что есть люди, которые добрые и всегда помогут в тяжелые времена, да. И сейчас вот, например, каждый ребенок верит в Деда Мороза. Они, например, увидели Деда Мороза, Снегурочку и будут, наверное, уже в следующем году ждать их. В канун Нового года все хотят хоть немного волшебства и доброты. И после такого праздника у детей огни проблесковых маячков на полицейской машине будут ассоциироваться только с огнями на елочной гирлянде. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. На этом завершаем выпуск. Далее обзор афиши. Как культурно провести выходные в Якутске, куда можно сходить и что посмотреть. Об этом также расскажет мой коллега Александр Хавренко.